Механизм реализации демографических инициатив президента России должен быть максимально удобным для людей. Такую задачу перед социальным блоком регионального правительства поставил глава Коми по итогам рабочего совещания. Напомним, с начала года семьям с низкими доходами при рождении первого ребенка предоставляется ежемесячная выплата. В нашей республике ее размер составляет 12 487 рублей. Сергей Гапликов призвал вице-премьера Наталью Михальченкову усилить информационную и разъяснительную работу, чтобы те, кто имеет право на новый вид господдержки, могли ей воспользоваться. Значит, соответствующие брошюры, методички, они должны раздаваться, по сути, на каждом, так сказать, что называется, этапе их жизни. Вот, значит, родился ребенок, значит, в роддоме. Пришли с документами, отдали соответствующую, значит, да, а как уже у нас сейчас делается, это прям, что называется, в консультации. В консультации человек приходит, значит, выявляет, что, медицинскими методами, что девушка беременна, значит, ей соответствующий должен быть пакет всех методических указаний, разъяснений о том, какие, условно говоря, в этой части ей положены соответствующие выплаты, значит, какие будут действия производиться, кто ей будет помогать, когда, на какой стадии, куда она может обращаться и так далее. То есть это такое пособие в жизни у человека. Также отметим важную деталь. По итогам января в Коми появились на свет 124 первенца. Однако не все семьи смогут претендовать на получение выплаты, а только те, где общий размер среднедушевого дохода не превышает 1,5 величины прожиточного минимума. Сама же мера поддержки будет предоставляться за счет средств федерального бюджета по месту жительства получателей через центры соцзащиты населения, а также через многофункциональные центры «Мои документы». Также не все могут знать, что успеть обратиться надо до исполнения ребенку 6 месяцев. Если после, выплату государство назначит с той даты, когда было подано заявление. С начала года заявки отправили 9 семей, 4 выплата уже назначена.